В эфире программа «Актуальное интервью». 7 мая в стране и бывших странах Советского Союза отмечают День радио и профессиональный праздник всех тех, кто работает в отрасли связи и сфере цифровых технологий. Насколько ускорилась цифровизация экономики? Какие новые вызовы появились и как меняются намеченные планы в связи с пандемией? Об этом поговорим с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолием Семеновым. Анатолий Асколонович, здравствуйте. Добрый день, Василий. Как связь и IT-сфера ощущают последствия пандемии на себе? И, на ваш взгляд, в сложившейся ситуации больше все же плюсов или минусов? Ну, вы знаете, что у медали всегда две стороны. На самом деле есть и минусы, конечно, есть плюсы. Из минусов отрасль, IT-отрасль, она тоже является, скажем так, лакмусовой бумажкой других отраслей. То есть, если кризис финансовый испытывают другие отрасли, допустим, как авиация, там, туризм, бытовые услуги, то и IT-бизнес, конечно, тоже чувствует от этого эффект и, конечно, отрицательный эффект. Но, что несомненно, надо сказать, что в целом цифровые сервисы сейчас пользуются популярностью, потому что, по сути, у людей не осталось выбора. Сейчас очень сильно растут образовательные агрегаторы, то есть, да, и растут телемедицина, растут различные маркетплейсы, то есть службы доставки, именно какие-то услуги образовательные, вот такие дистанционные. То есть все это идет в рост, и мы видим это на наших резидентах в IT-парка, которые в свое время мы поддержали, профинансировали. Вот такие компании, как там GoGo Courier или Pricebox или компания Bunter, то есть стриминговая компания. То есть все они сейчас в топе, и они чувствуют рост, безусловно, да. Говорят, что в связи с пандемией цифровизация экономики ускорилась чуть ли не в 10 раз. Так ли это на самом деле и какие срочные решения в инфотехнологиях стали востребованы в связи с этим? Ну, на самом деле, действительно, может быть, конечно, не в 10 раз, да, но вот последние новости там у таких, как компании, как Zoom, Skype и те, кто занимается видеоконференц-связью, конечно, рост кратный, и вообще в целом большая нагрузка идет на провайдеров связи. У нас, вот, допустим, компания Ростелеком отметила, что где-то примерно в 2,5 раза вырос трафик, потребляемый населением, и, конечно, мы здесь с коллегами практически ежедневно ведем совещания, мониторим ситуацию, усиляем, скажем так, связь. У нас наши провайдеры расширили каналы, даже на спутниковом сегменте. Мы вот добились того, что компания Ростелеком расширила свои каналы связи для сотовых операторов, что, допустим, по Вилюйской группе вузов нам удалось увеличить скорость именно до 3 гигабит на 4G для, допустим, компании Выпелком. Это почувствовали сразу население, тем более, что мы сейчас вот вместе с Министерством образования перешли на дистанционное образование, да, то есть мы чувствуем это на себе, но при этом я хочу сказать, что, конечно, надо понимать, что, может быть, сейчас многие эксперты думают, этот всплеск это такой временный или что будет после пандемии. То есть, да, сейчас очень важно, как рынок отреагирует, когда снимутся ограничительные меры. Поэтому вот так, да. А кроме расширения каналов связи, как IT-компании и крупные предприятия сегодня помогают в борьбе с коронавирусом? Ну, как вы знаете, первыми на помощь республике пришли IT-компании, показали всем пример. Это компания Майтона, компания InDriver выделили, Арсен Томский выделили по 15 миллионов рублей, всего 45 миллионов рублей на приобретение аппаратов EVL. Да, у нас такие компании, как я уже перечислял, Pricebox и GoGo Courier и OpenBig, они стали первыми, кто позволили офлайновому бизнесу перейти в онлайн, да, и стать таким проводником доставки курьеров. Вы знаете, что наша карта Stop COVID-19 gov.ru, который практически единственный регион, который сделал карту распространения коронавируса,
Это сделала компания Smart Unit, это резидент IT-парка. А также у нас компания IT Kitchen быстро по запросу Алданского района сделала цифровые пропуска, которыми сейчас успешно пользуются автолюбители Алданского района. И в целом мы сегодня готовы, если будет вводиться где-то режим карантина в той или иной населенном пункте, мы готовы внедрять вот цифровые пропуска как для граждан, для юридических лиц, так и для автолюбителей. То есть это решение разработано буквально в кратчайшие сроки. Буквально на днях мы будем запускать облачную поликлинику, где люди могут записываться на прием к врачу, получать телемедицинские консультации и описывать свои симптомы, то есть напрямую общаться с врачами. Помимо этого, у нас многие инженерные компании, такие как, вот, допустим, компания BG, которая первая отозвалась и начала для ЖКХ делать растворы хлора, то есть для обработки помещений. У нас компания Future Skills университета совместно с инженерным центром технопарка разрабатывают различные маски, защитные экраны. Причем это делают в свободном доступе. Сейчас могут любой, даже детский технопарковый 3D-принтер распечатывать такие маски. Ну и таких примеров очень много. Наша IT-компания Bunter стала таким провайдером, скажем так, для регионального контента, образовательного. Допустим, якутский язык мы преподаем через наш Bunter, да. И мы сейчас практически все наши сервисы, которые вот есть чат-бот и другие сервисы IT-парка, они сейчас как раз активно внедряются вот в повседневную жизнь. И вот когда мы переходили на удаленный доступ работы, вот наличие у нас дата-центра нашего правительственного и наличие собственной сетки и вот ВКС-систем правительства и все предприятия безболезненно перешли на удаленку. То есть, в принципе, вот вся инфраструктура IT выдержала экзамен, очень серьезный экзамен. И я хочу сказать, выразить благодарность. Вот сегодня день радио как раз всем связистам, которые несут вахту круглые сутки. Анатолий Аскалонович, обратной стороной глобализации, по крайней мере в ситуации с COVID-19, стало распространение различных фейков и усилившаяся так называемая инфодемия в соцсетях. Как, на ваш взгляд, с этим нужно бороться сегодня? Ну, на самом деле, вот на том же сайте Stop COVID, где собраны все сервисы для предпринимателей, для психологической помощи молодежи, для волонтеров, вызова волонтеров, то есть для обращения граждан. И там собрана также рубрика «Антифейк». Туда можно, если вы сомневаетесь в новостях, проверить, не проверить, можете прямо в браузере загружать эту новость и проверять ее на фейк. Да? То есть мы сделали такой сервис. Знаменитые фейки там вытаскиваются прямо на главную страницу, и можно их смотреть. Ну и также, конечно, этим занимается полиция. Если кто-то до сих пор считает, что он может безнаказанно выкладывать различную информацию, которая может привести к тем или иным последствиям, он глубоко заблуждается. Эти люди находятся, есть различные технологии, как мы это делаем, да, есть закон специальный. Вот, и полиция находит, даже возбуждает административные, ну и даже уголовные дела. Поэтому сейчас мы видим спад фейковой информации, потому что, еще раз говорю, что никто не останется безнаказанным. Поэтому за этим следит в том числе и полиция. Сейчас многие люди перешли на удаленный режим работы, удаленный формат. В связи с этим появилась серьезная угроза информационной безопасности для крупных компаний, госструктур, ну и для граждан, само собой, в части персональных данных. Готовы ли наши якутские IT-компании справиться с новыми вызовами времени и что для этого нужно сделать сегодня? Очень правильный вопрос, Василий. На самом деле, по статистике, за первый квартал этого года у нас количество киберпреступлений увеличилось примерно на 25%. Я считаю, что это очень большой рост в целом, да, по стране. И, конечно, из-за того, что мы переходим в онлайн полностью, да, то есть и преступники за нами из офлайнового мира переходят в онлайновый мир. Да. Мы, конечно, проводим очень много практической работы. У нас есть совет по информационной безопасности, который мы собираем постоянно. У нас в министерстве есть отдел информационной безопасности. Мы работаем с коллегами из ТЭК, из Роскомнадзора. То есть всю профилактическую работу и на дата-центре, и на РМ, рабочих компьютерах правительства мы всю безопасность обеспечиваем. Конечно, вот здесь больше всего у нас
скажем так, незащищенными остается население, которым, конечно, нужно уделять внимание как и личной безопасности, так и безопасности своих персональных данных. Вот такие серии уроков, лекций у нас есть на канале в YouTube. Их надо смотреть. Это различный фишинг, различные распространения вирусов, спам-атаки. То есть их примерно там больше десятка различных, в том числе там смс-рассылок. Все эти уловки, трюки, они известны. Надо просто населению внимательно относиться к своим персональным данным и к своему компьютерам и смартфонам. То есть, да, устанавливать соответствующие антивирусы, соответствующие программы и как бы, ну, тоже, так же, как мы сейчас защищаемся от вируса, от коронавируса, также защищаться от компьютерных вирусов в том числе. Анатолий Асколонович, поменяются ли в связи с пандемией ранее обозначенные планы и ориентиры развития отрасли связи и IT-сферы? Ну, я думаю, что в целом будет рост, конечно, да, то есть сегодня уже, как я говорил, мир уже не будет прежним, то есть, в принципе, возможности удаленной работы и уход с больших центров на домашнюю работу, в принципе, показало, что часть населения может работать в таком режиме, что различные, как я говорил уже, услуги, сервисы можно делать удаленно, в том числе образовательные. В принципе, я хочу сказать, что вот по итогам исследования Высшей школы экономики вот республика, как ни странно, несмотря на свою удаленность, разобщенность и разную степень качества связи, мы оказались лучше всех готовы в целом вот, к дистанционной работе. Это говорит о том, что у нас вот, большая территория, наша разобщенность между наследгами и наша активность в целом населения в интернете и вот в мессенджерах показывает о том, что в принципе в целом и вот зимой, когда мы сидим дома, у нас в принципе понятие вот такого удаленного и общения у нас оно есть. Да? То есть мы в принципе как никто другой регион, как ни странно, оказались вообще готовы в принципе и технически, и морально к этому. Да? А что касается роста рынка, конечно, безусловно, то есть связь и в целом IT, она будет развиваться, она будет развиваться в части финтеха, юриспруденции. Вот, все-таки я считаю, что такие вещи, как уже подзабытые, как блокчейн, там, технологии искусственного интеллекта, они будут больше сейчас востребованы, потому что электронные договора, электронные подписи, электронное получение услуг, кредитов и оформление там, недвижимости, получение образования, это все уже не завтрашнее будущее, это уже сегодняшнее, настоящее. Кстати, хочу сказать, что один из резидентов IT-парка, компания Skyberia, разработала, вот, Сергей Собянин докладывал Владимиру Владимировичу о том, что они, вот, коллеги Сколково, разработали систему сканирования легких, да, что можно определять пневмонию коронавирусную от обычной пневмонии. Вот наши эти ребята сделали еще в начале апреля, и сейчас это внедрено в ЕГБ-3 в городе Якутске, и будем еще в 3 больницах в Ленске, в Алдане и в Якутске инфекционной больнице распространять этот модуль, который позволяет, да, делать правильный диагноз. Да, то есть помимо просто ПЦР-анализа также можно делать скрининг легких, да, и за счет искусственного интеллекта определять пневмонию. То есть, в принципе, это уже настоящее, это уже с нами. И я своим приказом еще 10 марта создал лабораторию по искусственному интеллекту, куда вошел в консорциум университет, наши резиденты компании. Мы также работаем с Томским университетом. В принципе, в эту сторону мы будем активно работать. Финансовые технологии, биометрия, все это будет внедряться. В канун профессионального праздника традиционно вручаются награды отличившимся работникам отрасли. Стал ли этот год исключением из-за пандемии или в эту традицию коронавирусу все же не удалось внести своих коррективов? Вы знаете, да, если мы, конечно, не проводим массовых мероприятий, но тем не менее награды нашли своих героев. Вы знаете, что ежегодно 7 мая в День радио мы вручаем государственную премию имени Дудкина в области связи и информационных технологий. В прошлом году эту премию получил Александр Ильич Борисов. Вот сегодня мы на здании ТЦР
в честь Дня радио и годовщины Александра Ильича открыли ему барельеф на здании, где он проработал, это здание ТЦР. И в этом году премию Дудкина решением, указом главы республики вручена Алексею Даниловичу Вересовому. Алексей Данилович, он ветеран Великой Отечественной войны, он дошел до Берлина, да, и 30 с лишним лет работал шофером в Почте России в Якутии. Объездил почти всю Якутию. И мы поздравляем Алексея Даниловича с этим таким важным событием. И завтра эта награда будет вручена. В прямом эфире глава республики будет поздравлять Алексея Даниловича. Ну и также премия Кондакова. Это герой Советского Союза, журналист, единственный журналист из Якутии, который стал героем Советского Союза. Мы вручаем в области как раз радио и телевидения. В этом году премию получили ваши коллеги из радио. Это главный редактор радиовещания НВК СХ Шадринова Ангелина Николаевна, а также редактор и директор радиовещания НВК СХ Пудова Анна Николаевна. С чем я поздравляю ваших коллег. Сегодня в эфире радио я это сделал, сейчас повторно в прямом эфире телевидения. Поздравляю ваших коллег, это действительно заслуженно, потому что коллеги очень долгое время работают на радио. И я поздравляю еще раз с этой наградой. Анатолий Аскалонович, мы тоже поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем добиться большего уровня глобализации, ну и чтобы традиционные средства информации тоже не отставали. Поздравляем и спасибо за интервью. Спасибо, Василий, с праздником еще раз. В День радио о празднике и отрасли в целом сегодня мы говорили с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолием Семеновым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.